Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. 26 ноября глава республики выступил с посланием к Государственному собранию Ил-Туман, в экономической части которого были обозначены приоритетные задачи с учетом оценки текущей ситуации. Подчеркиваю, что наша общая цель на ближайшие годы остается неизменной. Это развитие более высокими темпами. Что для этого нужно? Конечно, прежде всего диверсификация отраслей экономики, дальнейшее повышение инвестиционной активности, поддержка малого и среднего бизнеса, несырьевых секторов промышленности. О несырьевых секторах промышленности я рассчитываю поговорить в следующей программе. А сегодняшний выпуск посвящен инвестиционной активности. Ну и, конечно, разговор об этом стоит вести в Агентстве инвестиционного развития Республики Саха-Якутия, штаб-квартире инвестиционной грамотности, где специалисты внимательно наблюдают за инвестиционным климатом и точно знают, что такого ценного сейчас находится в инвестиционном портфеле. Инвестиционный портфель у нас варьируется где-то, но в среднем мы вывозим на различные мероприятия около 20 проектов. Но иногда больше, иногда меньше. Это зависит как от готовности самих инициаторов выезжать, допустим, на выездные мероприятия, так и от того, какая направленность мероприятия. Вот. Но помимо, так сказать, проектов, которые сами инвесторы наши инициируют. У нас есть проекты, которые инициирует сама республика. Есть поручения различным министерствам, ведомствам. Мы тоже помогаем в таких случаях спакетировать и часто от лица республики презентуем их. Это проекты гостиниц, гостиничный комплекс. Иногда мы представляем реабилитационный центр Абалах, и так далее. Поговорим о проектах. Не все ведь они находятся в сырьевой сфере. Нет, безусловно. У нас вообще нет никакой ограниченности, нет никакой направленности. Мы сразу себе так поставили, что да, у нас есть программа «Стратегия 2020», согласно которой у нас есть, конечно, общие направления, которыми мы пытаемся соблюдать, но мы ими не ограничиваемся. И, конечно же, у нас есть понимание, что мы не можем вечно оставаться сырьевым придатком, мы обязательно должны развивать переработку, развивать сельское хозяйство, инновационные какие-то проекты тоже должны иметь место, соответственно. Агентство инвестиционного развития работает по двум направлениям – внешнему и внутреннему. То есть интенсифицирует привлечение инвестиций в республику и сопровождает инвестиционную деятельность на местах, помогая продвинуть проекты отечественных предприятий. Помимо этого, мы, соответственно, работаем над улучшением инвестиционного имиджа республики. В этой связи мы сопровождаем наш инвестиционный портал с интерактивной картой, которой вы можете ознакомиться по адресу investikutia.com, который мы ведем на нескольких языках, соответственно, на английском, на китайском, на японском и на корейском, помимо русского. Понятно, что помимо русского, поскольку сейчас основная валюта инвестиций – это российский рубль. Но хотя пока и нельзя говорить о том, что у нас здесь засилье иностранного капитала, все-таки спектр внешнего взаимодействия просматривается довольно отчетливо. Это Китай, Южная Корея. Конечно, хотелось, чтобы в этом спектре была видна и Япония. Но пока доминирует Китай, в том числе в участии в знаковых проектах. Знаковый мост, наверное, в всех на устах. Мост через реку Лена. Как правильно, мостовый переход в районе города Якутска через реку Лена. Это один из знаковых проектов. Проекты ГЧП, они все-таки, мне кажется, в случае успешной реализации, будет тоже таким достаточно знаковым проектом, потому что реализация подобного рода проектов, тем более таких на системном уровне, это все-таки показатель инвестиционной привлекательности региона. Это показатель качества нормативной базы, качества государственной поддержки. И я не побоюсь слова, что это тоже знаковый проект для Российской, наверное, даже Федерации. Проекты ГЧП – это проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас мы поговорим и о них, а пока хотелось бы понять, в каком инвестиционном климате оказываются те финансовые вложения, которые преодолели транспортную недоступность и тарифы на энергетику. И Российская Федерация, и Республика однозначно, понимая, собственно, эту проблематику, с одной стороны, четко создают комфортный коридор
с точки зрения взаимодействия и там, обеспечения организационного и информационного, с точки зрения, чтобы удобно было и комфортно было инвесторам получать информацию, разбираться в ситуации, понимать, собственно, возможности, на которые они могут претендовать. А с другой стороны, это целый пакет форм и мер поддержек, которые есть и на федеральном уровне, и на республиканском. Да? То есть это и налоговые льготы, о чем любят, собственно, говорить, это и инструменты инфраструктурной поддержки, степень и объем государственной поддержки, тем более выраженной финансово, он должен быть четко определен с точки зрения соблюдения интересов общества, потому что государство создает общественные и государственные услуги, да, общественные блага, и на это требуется финансирование. Вот. И, соответственно, с точки зрения того, чтобы инвестиционные проекты действительно были окупаемы, были интересны для инвесторов, потому что мы, конечно же, смотрим на инвестиционные проекты не только с точки зрения налогов будущих, но и с точки зрения создания рабочих мест. Какие проекты этого года, реализуемые по механизму государственно-частного партнерства, вы бы выделили? Правительство со своей стороны, просмотрев приоритеты, приняли решение о том, что в этом году основной упор будет сделан на запуск проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. Это школы, детские сады. Общий объем ресурсов, которые необходимы для строительства объектов, которые мы предполагаем реализовывать на основе механизмов государственно-частного партнерства, значит, определен порядка 21 миллиарда 600 миллионов рублей. Мы понимаем, что в республике внутренних источников финансирования такого объема проектов, конечно же, нет. Но при этом, понимая общую текущую экономическую ситуацию в стране, понимая определенные риски снижения объемов строительства и понимая, что нужно поддерживать наш строительный сектор, правительство республики приняло решение о том, что в максимальной степени необходимо задействовать именно наши строительные компании на те проекты, которые запускаются в этом году. Соответственно, это направление новое достаточно, хотя и до нас был ряд реализованных проектов в республике, но они широкого распространения не нашли. Они были в основном в сфере ЖКХ. Мы в этом году, соответственно, реализуем сейчас 19 проектов детские сады. Соответственно, в первом у нас первым этапом 8 было объявлено, и вот уже ряд конкурсов закончились, и уже подписано соглашение. Соответственно, вторым этапом 11 соглашений в сфере ГЧП. Также параллельно мы готовим концессию в городе Ленске, тоже в сфере ЖКХ. Вот. И в первом квартале начнем реализацию концессий по школам, ну и по разным объектам. Также помимо этого, помимо вот этих 19 объектов в улусах, детские сады, также мы работали над 12 объектов социальных в городе Якутске. Туда входят и школы, и детсады, и также культурный центр Гагаринский, там, ну, ряд других объектов. Этим ходом мы, соответственно, не только создаем работу, даем работу строительным компаниям на ближайшие годы, но и даем как раз прочувствовать нашим республиканским компаниям, насколько отличается и какова специфика проектов государственно-частного партнерства по сравнению с обычными договорами подряда, на которые в основном строительные компании были ориентированы. Они действительно отличаются, и мы видим, собственно, отклик строительных компаний
с пониманием достаточно сложного процесса не только самого конкурса и конкурсных процедур, но и понимание, что строительные компании на долгосрочной основе уже начинают работать с правительством. Деньги на проекты дают финансовые организации. Республика со своей стороны также максимально включает инвестиционную инфраструктуру. Для этих целей, например, был декапитализирован Алмазэнергиbank, который, соответственно, получил возможность привлечения с рынка финансовых ресурсов. Он будет финансировать, соответственно, проекты государственно-частного партнерства, инициированные правительством. Агентство инвестиционного развития является рабочим органом Министерства экономики с точки зрения подготовки этих проектов, конкурсной документации и так далее. Общая сумма инвестпроектов в вашем портфеле, она какова? Ну, то, что мы ввозили на ВЭФ, и заключенные соглашения там больше 200 миллиардов рублей, а сам пакет проектов на 500 миллиардов рублей тянет. Но у нас там есть очень крупные проекты, тот же, допустим, НПЗ в городе Алдан, который планируется строить, он $1 900 000 000. Мы же конкурируем за инвестиции со всем миром, на самом деле. Потому что инвестору такая природа инвестиций уже, весь мир глобализован, ему все равно куда ехать, либо в Индонезию, либо в Якутию. Проекты, они в разной стадии своей, так сказать, жизни находятся. Да? Вот кого-то мы только разработали, да? Где-то мы уже провели какие-то переговоры, где-то меморандум подписали. То есть результата-то еще вроде нет инвестиций, да? Но он уже где-то там вот на финишной прямой. Да? Вот по мостовому переходу мы планируем подписание меморандума где-то в декабре, самое ранее этого года. Меморандума между Росавтодором и, соответственно, китайскими инвесторами. Вот если мы это подпишем, тогда я вам точно скажу, что в этом году знаково подписали. Надо понимать, что работа по инвестиционным проектам не сиюминутное дело. Требуются месяцы и даже годы для того, чтобы проработать технологические, экономические и другие вопросы, прежде чем идея превратится в проект, который, в свою очередь, будет реализован. Скажем, сейчас агентство полностью сопровождает сельскохозяйственный проект «Свиноводческий комплекс по производству до 54 тысяч голов в год» по замкнутому циклу, реализация которого позволит создать в центральной части республики современное, отвечающее мировым стандартам предприятие, которое, в свою очередь, в истории современной Якутии имеет все шансы стать самым крупным в сфере сельского хозяйства с советских времен. Вообще, как говорится, считать чужие инвестиционные деньги нехорошо, но мне было очень интересно. Сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Это программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.